Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Яков Семенович вместе с правнучкой гостей встречает любимой фронтовой песней. Исполнили от начала до конца, не забыв ни слова. Точно так же в деталях ветеран помнит всю войну с первого и до последнего дня. В Буденновск прошли ночью, в Моздок пришли, потом за Моздок и до самого Махачкала. Там есть в горах село такое, Серогокала. Вот там формировалась 317-я стрелковая дивизия. И тут оказалось, что у ветерана, двойного кавалера медали за отвагу и исполняющего обязанности главы администрации Михайловска, героя России Михаила Миненкова, кроме той же медали за отвагу, много общего. А я тоже в Дагестане воевал в свое время в Ботлихе, в горах. Ботлихский район, Андига, Гатли, в тех местах. Знаю горные места эти хорошо. Как раз где у вас формировалась, получается, дивизия в Дагестане. Я был там. Дальше подарки ветерану. От администрации города символический сухой паек. Кашу солдатскую вспомнить, как она вообще выглядит. Хорошо, ну и к столу, к чаю, продукты. И подарки от известной строительной компании. Хотим вас поздравить с Днем Великой Победы. Счастья вам, благополучия, здоровья прежде всего, чтобы вы еще долго радовали своих близких и нас. В пакете теплый плед и посуда, а в коробке микроволновая печь. И так в каждом дворе. Подарки и история о войне. У каждого она своя. В 45-м, вот как раз мне 19 лет сравнялось, и я пришел домой, меня госпитализировали. Сегодня делегация объехала 5 ветеранов, а накануне представители строительной группы «Третий Рим» посетили 65 семей. И каждый услышал добрые слова и получил подарки к празднику. Но главное, признают ветераны, что их помнят. Наша задача помнить этих людей, благодарить их за тот подвиг, который они совершили, поскольку благодаря им мы живем на этой земле и радуемся, в общем-то, тому, что они рядом с нами. Сергей Надеин, Валерий Сезоненко и Владимир Киташенко, РЕН-ТВ Ставрополь.